прямом эфире телеканала «Грозный» программа «Новости», в студии Алина Дадаева. Здравствуйте, коротко о главном. Ясные ответы на актуальные вопросы. Цель этой конференции – высказать свое мнение по отношению к терроризму, к бандитизму. Грозный готовится к масштабному религиозному событию. Герой современности глазами художников. Конечно, это большая похвала художнику. В Грозном прошла выставка картин, посвященных деятельности первого президента Чечни. Удары ногами, подсечки, броски. Ахматовцы усердно готовятся к предстоящему турниру по кикбоксингу. В этот день верующие собираются в едином джамаате, чтобы исполнить свой религиозный долг. Все мирские дела в пятницу принято начинать только после совершения праздничной молитвы. Совершил Рузба-намаз сегодня Рамзан Кадыров. В окружении своих соратников и известных алимов глава республики прибыл в мечеть имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Богослов Убай Али Тифси в своей проповеди говорил о пути созидания, который начал Ахмад Хаджи Кадыров, благодаря чему мы сегодня живем в мирной республике, где каждый может свободно исповедовать религию. Наша задача ценить это, говорит известный алим. وي قيت ديز وي كيغير خوايا قيتو بيز وي تغان دوش دق وي احمد حاجي نيق ال تشنغ بوخ دول تشن معن هدو احمد حاجي نيق بوق ديل نيق احمد حاجي نيق بوق ديل سلام خلصن بايغمر نيق احمد حاجي نيق بوق وي اولا نيق تشن دير بوق وي اصل بق نيق باتوق دنيا نشوح وي تبوق يتغنم هو دير دنيا نو بوق تشن دير وي هدى ديز الشه ويشنا ويكير خواشنا ايش بلوغ بو بقدق ملوغ دو يعام ده ديس قوي يدوزي ديس قوي يدوزي ترنت احيق ديس وي بزخلوش الله دال شاريز وش اعنيس دويلوي نيس دول چنگلدو عن شاريخ يحقيات شاريخ دويلوي. По завершении проповеди имама прозвучала икама, призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили джума-намаз. Молитва завершилась многократным восхвалением Всевышнего и обрядами таспих и вирд. Республика готовится к важному религиозному событию. 25 и 26 августа в Грозном пройдет международная исламская конференция под названием «Кто такие последователи суннизма?». Известно, что в нем примут участие авторитетные богословы, ученые, алимы и шейхи со всего мира. Далее расскажет Зураб Центроев. Международная конференция, посвященная 65-летию со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова, еще задолго до своего начала вызвала интерес почти у каждого, кто ищет правильное толкование ислама. В ней примет участие рекордное количество известных шейхов, алимов и имамов со всего мира. Помимо 150 ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья, в дни проведения Всемирного съезда в Грозном ожидается значительное число богословов из разных регионов России. Один из них – Яхья Хадзиев. Мы сегодня знаем, Запад ведет активную работу по очернению религии, одной из основных религий мира – ислама. Хотя ислам – это религия мира. Проведение данных конференций является актуальными. Там затрагиваются самые глобальные вопросы сегодняшнего мусульманского общества. Роль первого президента, героя России Ахмад Хаджи Кадырова, Далгештолцев, безусловно, бесспорно, она очень велика. Этот человек сумел найти в себе силы остановить кровопролитие на территории Чеченской Республики, чтобы не распространилось на другие регионы Российской Федерации. По словам богословов, это одно из крупнейших религиозных мероприятий, которое пройдет в Чеченской Республике. Участники более чем из 30 стран выскажут свой протест против ваххабизма и терроризма. Главной целью форума является разъяснение и описание пути Ахлю-Сунна валь-Джамаа с позиции вероубеждения, мусульманского права и суфизма. Цель этой конференции – все вместе собраться и высказать свое мнение по отношению к терроризму, к бандитизму. Ученые высказываются на основе Корана и Сунны, говорят о том, что именно религия ислам призывает к миру. Каждый год бывают все новые и новые люди, ученые,
И они все именно говорят, как они видят ислам. И как мы должны бороться вот с этим бандитизмом и терроризмом. Что касается Ахмад Хаджи Кадырова, этот человек, он на основе религии сделал в этой республике мир и спокойствие. Он показал истинный ислам. Люди поверили в него, и они уже живут. Эта республика сейчас процветает. Организаторы уверены, Международная исламская конференция «Кто такие последователи суннизма» даст ясные ответы на многие вопросы, волнующие исламский мир. В нем примут участие известные мусульманские ученые, среди которых шейх Али Джифри, Аль-Асхар Таиб Али Джумуа и другие. Форум пройдет 25 и 26 августа. Зураб Центроев, Магомед Ламаркаев и Зелимхан Закаев. Новости. Истинно верующий мусульманин, грамотный политик, патриот своей родины. Именно так отзываются о герое России, первом президенте Чеченской Республики Ахмате Хаджи Кадырове, все, кому довелось быть с ним знакомым. Ему удалось объединить народ и дать отпор международному терроризму. Ценой собственной жизни он заложил фундамент мира и процветания. Таиса Барщигова пролистала страницы истории. Война оставила Чечню ни с чем, а точнее в руинах, в нищете и голоде. Генетический фонд нации основательно был подорван. Военные действия 90-х и начала 2000-х годов нанесли непоправимый ущерб экономике и социальной сфере республики. В этих тяжелейших условиях, когда все желания людей сводились к тому, чтобы выжить, был необходим свой особый, нестандартный путь развития, который должен был базироваться прежде всего на национальных интересах, в основе которых лежало бы обеспечение достойной жизни народа. Война была, бомбили, а сейчас голодом бомбят нас. Я сижу, у меня немного на праздничек, я закрыла, сидела дома голодная. У меня детей 4. На пакеты торгую, долг беру пакет и детей кормлю. Мясо не вижу, яйца не видят, ничего не видят. Хлеб да чай. Ах, да, свой цама, да, свой валбол, стагваса, речь даду, да, к чему мы придем, я не знаю. За красным пойдем, за белый пойдем, бош. Ой, дуль да лишь, о концовке, на, их ваш бухохара, дурит людей, все просто. Я был бац, алушаняк бац, я ума даст. دعوة عن سيرن عن بلار شوش عن تعمد كل شداغي صلي بوي بابي بوشور ستعني بالخ طوير شوازر. И в этот судьбоносный период истории Чечни всю ответственность за восстановление республики, прекращение войны и за судьбу народа взял на себя Ахмад Хаджи Кадыров. Первому президенту пришлось проявить весь свой управленческий, хозяйственный и дипломатический талант, чтобы наладить мирную жизнь в регионе. Он не просто вошел в большую политику, а с первых шагов повел себя как опытный и грамотный политик. Именно Ахмад Хаджи Абдулхамидович Кадыров только мог справиться вот с этой ситуацией. И поэтому команда в него верила, была уверена, и мы за ним шли как вот за огромным щитом, как он и реально был вождем, за вождем шли. Представляете, вот в 2000 году 266 школ, по-моему, посадили детей за парты. Это страшно. Вот, благодаря, опять-таки, уверенности, убедительности, мужеству Ахмада Хаджи, под его гарантией дети пошли в школу. Это пленки, буржуйки, это все составляющие. Но главное, дети пошли в школу. Даже сами военные, матерые военные, и то иногда слезу пускали, когда наши дети через эти дороги, которые буквально БТРы протоптали, колеи, иногда проваливались девчата, были видны бантики. Вот, и все поняли, что управляет республикой патриот, народ поверил. В числе первоочередных задач Ахмад Хаджи Кадыров обозначил создание правовых, организационных, методических условий для восстановления, а в дальнейшем и комплексного развития образовательной системы региона, обеспечения конституционных прав жителей республики, восстановления экономики и социальной жизни. Первые программы возрождения буквально выбивали из федерального центра на фоне еще не погаснувшего вооруженного конфликта. То, что повлекло к дальнейшему реальному развитию республики и восстановлению экономики, социальной сферы Чеченской республики, то, что Ахмад Хаджи удалось добиться согласования, утверждения первой программы восстановления
экономики и социальной сферы Чеченской Республики в 2002 последующие годы, где уже конкретным документом постановления правительства Российской Федерации была утверждена первая официальная программа восстановления экономики, где были включены буквально все отрасли, социальная сфера, промышленность, сельское хозяйство, а также объекты здравоохранения, учреждения здравоохранения, культура, спорт. Каждый рубль, который выделялся федерального центра, выделялась оглядкой. Вот почему идут боевые действия, куда эти деньги. Выдающиеся личности в истории были всегда. Их помнят и ими гордятся. Один из таких – Ахмад Хаджи Кадыров. Человек, который благодаря собственной исключительности сумел направить общественные силы на строительство основ государственности и обеспечил родной республике достойное место в мировом сообществе. Лидер, чья биография наполнена яркими и в то же время драматическими событиями. دنيا جامعة رقم ما دوي رقم تخيش إتشرح هرلا ويلا ينبال لا لور ما بعد صامو لي داخ ورتوي سوشون دود يشوا سوشون دود بقو يلاح دايش ياس ويتعبوسو فيجي در نوخشي در داخ ورتي وباخس نخسن داخ ورتوي دال برت صعبوي دال يوانيو يبيوخم دال دعيتي دال بقو تولي. Вызывая восхищение и уважение всего мира, он отстоял свой народ, свою малую родину и целостность России. В сложившейся критической ситуации Кадыров проявил подлинный гуманизм, жизненную стойкость, человеческую мудрость и политический реализм. Его просто надо было знать, с ним надо было работать, его надо было каждый день слушать и видеть, чтобы всю жизнь и остаток своей жизни, да и передать по наследству уважение к нему. Это очень богатый, духовно богатый, сильный, мужественный человек был. Число его активных сторонников росло с каждым днем, свидетельствуя о том, что в республике появился национальный лидер, человек, готовый заслонить собой весь народ и способный ради его спасения пожертвовать своей жизнью. Именно он заложил прочный фундамент, на котором возведена современная Чечня. Таиса Барщигова, Ислам Расуев. Новости. Нижегородский район готовится к проведению фестиваля народного творчества «Биноевская весна». Здесь прошло последнее заседание оперативного штаба, где участники обсудили вопросы организации мероприятия. В этом году оно посвящено 65-летию со дня рождения первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова. Уже закончено возведение сцены для предстоящего концерта. Зрители смогут насладиться праздником с удобных трибун. Их строительство также завершено. Напомню, что в рамках фестиваля состоятся народные гуляния, спортивные состязания и скачки. Уже завтра подведут итоги конкурса общества «Биной в истории и культуре чеченского народа». Часть мероприятий пройдет в архитектурно-этнографическом музее Щербина-Юрт. Освещать это грандиозное событие будет телерадиокомпания «Грозный». Для этого в Биной установлена передвижная студия. На месте уже находятся и съемочные группы. С нарушителями правил дорожного движения беседовали в управлении ГИБДД республики. На встрече присутствовали секретарь Совета безопасности и руководитель оперштаба по снижению аварийности Идрис Черхигов, а также представители духовенства и сотрудники автоинспекции. Основной темой беседы стала гибель детей в авариях. С начала этого года произошло 29 ДТП, жертвами которых стали 9 несовершеннолетних. Собравшиеся отметили, что, несмотря на проводимую работу, проблема дорожных лихачей все еще остается актуальной. После встречи водители оплатили штрафы и пообещали впредь не нарушать правил. С верой в сердце против терроризма. С таким лозунгом прошла третья смена Международного межрелигиозного молодежного форума, посвященная 65-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Для участников форума утро началось с праздничной литургии в храме Архангела Михаила. Верующие христиане смогли отметить один из 12 праздников Преображения, а в простонародье Яблочный Спас. У всех православных участников форума появилась замечательная возможность присутствовать на божественной литургии в восстановленном храме Архангела Михаила. Кстати, стоит отметить, что храм Архангела Михаила, его работы были начаты по поручению Ахмата Хаджи Кадырова, который в первую очередь дал поручение восстановить храм и только потом мечеть. Я подчеркну, что наш форум как раз и посвящен
его памяти. И, собственно говоря, это живой пример того, как должно быть, уважая другие религии. На форум съехались более 100 представителей разных конфессий со всей России, а также богословы и представители общественных организаций. Главная тема встречи – с помощью веры и доброты справиться с угрозами терроризма. На протяжении 3 дней ребята принимали участие в круглых столах, дискуссиях и тренингах. По окончании смены участники представили совместный социальный проект. Мы общались с ребятами и учили им каким-то вещам, которые, на мой взгляд, им обязательно понадобятся в жизни. Это умение вести переговоры. Да? Это понимание вообще, что такое информация, чтобы они были защищенными, когда человек понимает, да, как на него пытаются давить, как его пытаются вывести из зоны добра и света в зону негатива. Если он понимает эти механизмы, он может им противостоять. У нас выработался очень хороший большой проект, в котором с удовольствием наши федеральные эксперты тоже, да, включились. То есть мы договорились о том, что мы будем создавать большую площадку в интернету, медийную, которая будет объединять в себя представителей всех конфессий. То есть это ислам, это православие и это иудаизм. И вот на этой площадке мы будем вырабатывать позитивный контент. После образовательной программы участники межрелигиозного форума отправились в экскурсию в музей под открытым небом Ширкотер, где их ждала зажигательная лезгинка и национальная кухня. Чеченское отделение Союза художников России отметило 75-летний юбилей. В честь знаменательной даты в мемориальном комплексе «Аллея славы» состоялась выставка, посвященная 65-й годовщине со дня рождения первого президента Чечни. На суд зрителя было представлено более 150 работ. Экспозицию посетила Седа Сапарова. Пейзажи, натюрморты, портреты. Такой крупной выставки, посвященной чеченской истории, здесь не было давно. Почти на месяц музей комплекса «Аллея славы» стал своеобразной машиной времени, зайдя в которую можно заглянуть не только в прошлые столетия, но и на несколько веков назад. 160 произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства и даже скульптуры. Среди их авторов такие яркие имена, как Хамзат Дадаев, Дадан Идрисов и Аманде Асуханов. Здесь художниками используются совершенно разные краски, техники и сюжеты. На этой картине, например, изображен город, склонившийся перед могилой близкого человека, а рядом картина «Пейзаж», словно экскурсия по живописному уголку Чечни. И каждое полотно здесь, словно за чашкой чая, рассказывает своему собеседнику о том, как рождалась история чеченского народа. Руки писать так же сложно, как и лицо. Очень сложно. Поэтому во все времена художник брал такую же цену за написание руки, как и за лицо. Если пишешь 2 руки и голову, то значит как за 3 головы. О своих работах она рассказывает словно о собственных детях, никак иначе. Именно рисованию была посвящена большая часть детства Элиты Дадакаевой. Вместо кукол – карандаш и лист бумаги. И вот уже больше 40 лет она с ними не расстается, носит в сумке. Объясняет, это чтобы не упустить, как говорят фотографы, хороший кадр. О чем сегодня мечтает художник? Каждый художник, наверное, мечтает создать нечто такое, что никогда не было, да, вот что-то свое, неповторимое. И то, что прежде всего затронет его самого внутри, а если оно затронет его, то не может человек пройти мимо вот такого творения. И, конечно, это большая похвала художнику. Ну, всем, конечно, понравится невозможно, но это и не нужно. 75 лет открытия, поисков творчества. И юбиляр сегодня не один, а целый союз. 67 художников разных возрастов. Самому старшему почти 80. Аюб Цуцаев – один из самых молодых представителей союза. Не раз выставлялся в Киеве, Москве, Краснодаре и других городах. Уверенно заявляет, главное в картине – детали. Ведь иногда именно деталь может рассказать зрителю о задумке художника. Колыбель, так сказать, это потеря. И мне дали такой интересный вопрос. Там женщина сидит стойко, в положении, но это есть надежда, будущее. Ну, да. Мне сказали, что в жизни, в реальной жизни женщина так стойко сидеть не может. Ага, то есть здесь была ошибка небольшая? Нет, это было так задумано. Я этим хотел показать, что наши женщины, несмотря ни на что, стойко прошли через все.
Поздравить юбиляров прибыл первый секретарь Союза художников России Николай Боровской, а также министр культуры Чечни Хошбау Дидаев. В приветственном слове министр отметил, что в руках людей искусства большая сила, которая не знает границ. Именно искусство способно налаживать мосты там, где бессильна политика. Вы, наши уважаемые художники, не остаетесь в стороне от тех событий, позитивных событий, которые происходят в Чеченской Республике. Мы вам, конечно, за это благодарны. Наряду с другими направлениями, это направление сегодня нам очень важно, что благодаря вам, старшему поколению, вслед за вами идет уже подрастающее поколение. У нас уже сегодня успешных, хороших, больше 30 человек, молодых художников. Председатель Союза художников Чечни Вахид Умар Султанов напомнил собравшимся о становлении организации. В начале 40-х в состав Союза не входили художники чеченской национальности. Однако уже в 60-х они громко заявили о себе. Слаженная работа продолжалась вплоть до середины 90-х. И даже в период трагических событий, происходивших в Чечне, художники не прекращали своей деятельности. Наши молодые ребята на уровне ведущих художников России сегодня выставляются в Центральном доме художников. Это Яхиханов, это Абдулаев, это Цуцаев, это Усаев, это Пашаев, это Даудова Фатима, Закриев Магомед и многие другие. Но я должен также отметить, что не было бы сегодняшнего дня, если бы не было бы Ахмата Хаджи Кадырова, который для нас много сделал. В свое время, 2002 год, многие, может, и не знают, когда первый президент, была выставка в Академии художеств тогда. Время сложное, непростое, 2002 год, и он посетил выставку чеченских художников в Академии художеств. В сегодняшнее сложное, непростое время вы сохранили высочайший профессиональный уровень, художественное достоинство своих произведений. И здесь, в этом зале, вот я прошелся, посмотрел, здесь произведения самого высокого уровня. И в этих произведениях отражена практически вся история чеченского народа. Поэтому низкий поклон вам от художников России. Здесь же состоялось вручение наград. Народными художниками Чеченской Республики в этот вечер стали 4 человека. Еще 4 стали заслуженными. Министр культуры Хошбау Дидаев был удостоен высшей награды Союза художников России – золотой медали имени Василия Сурикова. Также отличившиеся получили ведомственные награды. Союз художников России, диплом о награждении золотой медалью за выдающий вклад в изобразительное искусство России награждается Дааев Бавли. Совершить путешествие, увидеть мир глазами художников и проследить все многообразие чеченской культуры любой желающий сможет еще в течение месяца. Выставка продлится до 14 сентября. Седа Сапарова, Булат Баканаев и Дани Хавхаров. Новости. Свой талант решили показать и юные дарования. «Мир глазами детей. Моя Чечня». Под таким названием в музее Аллеи Славы прошла выставка детских рисунков, на которых ребята изобразили современный облик Чечни. На месте побывала Луиза Баснукаева. Яркие цвета акварели, акрила, масла заполонили сегодня музей Аллеи Славы. Все потому, что открылась 6-я выставка детских рисунков, посвященная 65-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Работы детей оценивают многочисленные гости, в их числе и члены правительства. Из года в год не только увеличиваются участники нашего конкурса, но и качество предоставляемых работ. Мне сегодня наши организаторы сказали, что уже на конкурс представлены 250 работ, которые наши юные мастера, наши юные таланты. Выставка будет проходить до 22 августа. В этот же день будут награждены победители лучших работ. Дополнительно был объявлен конкурс на лучшее новое название выставки. Так что отныне ежегодный конкурс именуется «Мир глазами детей. Моя Чечня». Оно родилось слиянием 2 вариантов, авторы которых были приглашены на церемонию и награждены дипломами и ценными подарками. Увидел конкурс в Инстаграме, но не думал, что я выиграю. Я не думала, что я выиграю. Я очень рада, что выиграла. Я придумывала очень много названий. Мне понравилось из них лишь одно – «Мир глазами детей».
В этом году дети представили более 250 картин. Свои работы представили участники из разных регионов страны. Большинство присутствующих заметили, что на многих картинах изображена преобразовавшаяся в последнее время республика. Мечети, здания, фонтаны. Здесь справедливо было отмечено, что если вначале мы получали картины с изображением военных, это разрушенные здания, сегодня ни одной работы мы такой тематики не получили. Это все говорит о том, что у нас республика развивается, дети передают то, что видят, то, что чувствуют. Это сочные краски, это растущие города, развивающаяся республика, очень много картин, связанных с культурой, традицией. Безусловно, это плоды политики по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. Дети – это самое чистое существо. Количество и разнообразие работ говорит об успехе выставки. Организаторы планируют в следующем году провести более масштабный конкурс и со своей стороны обещают всячески поддерживать талантливых юношей и девушек. Луиза Баснукаева, Хаважи Мунаев. Новости. Грозный готовится к предстоящему спортивному событию. 23 августа в Колизее пройдет турнир по кикбоксингу К1. Любители этого вида спорта смогут наблюдать за зрелищными боями воспитанников спортивного клуба «Ахмат». Спортсмены же усердно готовятся вместе с тренерами к предстоящим поединкам. Далее расскажет Магомед Ламаркаев. Кто-то работает на лапах, кто-то с боксерской грушей, а некоторые разделились на пары и оттачивают технические элементы. Буквально каждый спортсмен выполняет указанные тренером упражнения. Известный белорусский специалист уже в 3-й раз в Грозном и знает о чеченских кикбоксерах не понаслышке. Андрей Гридин – один из самых лучших тренеров по данному виду спорта. За свою карьеру наставника он сумел воспитать 25 чемпионов мира на любительском и профессиональном ринге. Повидавший многих именитых бойцов из разных стран, у наших атлетов он выделяет одну особенность. Функционально очень готовы, хотят побеждать. Но, естественно, мы знаем, что в профессиональном спорте этого мало. Но я хочу отметить, что их неукротимый дух, их такую командную решимость для победы. Это очень важно в психологическом аспекте. Одним из представителей кикбоксерского клуба «Ахмат», которому предстоит защищать честь республики против спортсмена из Эстонии Рустама Курбанова, Якуб Берсанукаев. За свою профессиональную карьеру ахматовец провел 11 боев, в 9 из которых становился победителем. Несмотря на то, что по опыту соперник значительно превосходит его, Якуб надеется на благоприятный для него исход. Мотивация у меня очень хорошая, я никогда готовился на этот бой. У меня мотивация чисто на победу. Я думаю, что покажу в следующем бою. Главным противостоянием вечера станет поединок между Забитом Самедовым и румынцем Каталином Марашану. Оба бойца сойдутся в поединке за титул чемпиона WBC Muay Thai. Представители клуба «Ахмат» усиленно готовятся к бою в Гудермесском спорткомплексе под наблюдением опытных тренеров. Говорит, что предстоящий бой требует высокой физической подготовки, ведь на ринге он будет находиться 5 раундов по 3 минуты. Хотя Забит и начинал свою карьеру в тайском боксе, большой славы он добился именно в K1. Разница в двух видах только в том, что в первом можно использовать локти и колени, но все же матч состоится по правилам Евротай. Чечня стала моим вторым домом, и, конечно, очень волнительный момент и праздник в то же время в честь Ахмада Хаджи Кадырова будет посвященный 65-летию турнир. Это очень важно, и мне нужно показать хороший бой и, конечно же, побеждать в этом бою. Еще в одном титульном бою только по боксу сойдутся еще 2 профессионала. Недавно завоевавший пояс чемпиона мира по версии IBO в полутяжелом весе ахматовец Умар Саламов постарается завоевать еще один. Против венгра Норберта Немесапати он поборется за вакантный титул чемпиона IBF. У чеченского боксера на профессиональном ринге 16 выигранных боев, но у соперника на 5 побед больше, что придает дополнительную мотивацию, отмечает ахматовец. Не ожидал, что я буду боксировать на турнире К1. Это благодаря нашему главе Рамзану Ахмадовичу, за что ему спасибо большое. Он сам лично включил меня в этот вечер. Я постараюсь показать и доказать, что бокс это является одним из самых зрелищных видов спорта. Соперник очень непростой,
хороший, молодой. Мы с тренером смотрели его бои и сейчас именно работаем только под его стиль. Турнир по кикбоксингу K1 пройдет 23 августа в Колизее. В нем состоится 13 поединков. Грозный уже вовсю готовится к предстоящему празднику спорта. По городу вывешены баннеры с изображением бойцов. Прямая трансляция будет вестись на телеканалах Матч ТВ, Грозный и Бокс ТВ. Магомед Ламаркаев, Расул Арцухаев, Муслим Типаев и Зелим Закаев. Новости. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Хороших вам новостей.